Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о смертельном отравлении троих татарстанцев. Прохожу в здание, которое расположено возле КПМ. Что они пили в день трагедии и какой склад обыскали следователи? Дело о нападении на полицейских, произошедшего прошлым летом, близится к концу. Когда человек находится на свободе, оказывается, не знает, что такое это великое богатство. Подсудимые выступили с последним словом. Открыл стрельбу под стенами Казанского Кремля. Героем резонансного видео заинтересовалась прокуратура. Это и не только. Прямо сейчас. Трое татарстанцев скончались в результате отравления неустановленной жидкостью в Алексеевском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как считают следователи, незадолго до гибели потерпевшие употребляли жидкость, одним из компонентов которой была так называемая незамерзайка. Сейчас на месте ее изготовления идут обыски. Что известно на данный момент, расскажет Айрат Назипов. Тело 44-летней женщины и 43-летнего мужчины следователи обнаружили в частном доме села Лебяжа Алексеевского района. Еще один 43-летний пострадавший был госпитализирован с диагнозом отравления неустановленным веществом, но спасти мужчину медикам не удалось. Как считает следствие, незадолго до трагедии вся компания употребляла спиртосодержащую жидкость. Предположительно, одним из ее компонентов была так называемая незамерзайка. У кого ее приобрели, следствие уже установило. Где изготовили, тоже. Прохожу в здание, которое расположено возле КПМ города Казани. На М7, где, по всей видимости, производился разлив незамерзающей жидкости. По предварительным данным, жидкость была приготовлена на одном из складских помещений в Пестричинском районе республики. Сейчас на месте ее производства проводятся обыски. Изъята партии фальсифицированной продукции. Всех, кто причастен к ее изготовлению, доставлены на допрос к следователю. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». 2 человека, включая малолетнего ребенка, отравились угарным газом в Казани. Инцидент произошел этой ночью в частном доме на улице 1 Молдавская. Пострадали 33-летний мужчина и 5-летняя девочка. Ребенка с диагнозом отравления средней степени тяжести доставили в ДРКБ. Сейчас ее состояние стабильное, она находится под наблюдением врачей. Мужчина же получил легкое отравление, от госпитализации отказался. Причины происшествия устанавливаются. Всего же с начала этого года, по данным Минздрава Республики, угарным газом отравились 47 человек. 24 из них – дети. В 5 случаях медики констатировали смерть. К отравлению угарным газом может привести даже незначительная трещина в печи, забитый дымоход, заблокированные снегом или из-за отсутствия ветрозащиты печные трубы тоже могут стать причиной отравления угарным газом. Поэтому необходимо все время, чтобы в жилых помещениях был доступ свежего воздуха, организовать проветривание. Тело мужчины обнаружили этим утром в лесопосадке по улице Техническая. Вероятнее всего, погибший лежал под слоем снега весьма длительное время. Обстоятельства произошедшего и личность усопшего сейчас устанавливают следователи. По одной из версий, мужчина находился в федеральном розыске по уголовному делу. Выступили с последним словом. В Советском районном суде Казани близится к концу резонансное дело о нападении на полицейских. Напомним, все произошло ночью 25 июля прошлого года во дворе 9-го дома по улице Шишмеля. По материалам дела группа молодых людей распивала спиртные напитки и несколько часов не давала спать местным жителям. Тогда же они и вызвали полицейских. Но прибывших на место стражи порядка ждал совсем не теплый прием. С зала суда репортаж Сергея Хайдарова. Это уже самый разгар конфликта, произошедшего ночью 25 июля. Полицейских вызвали жильцы, сообщившие о шумной компании во дворе дома. По версии следствия, группа людей распивала спиртные напитки и не реагировала на замечания жильцов. Успокоить их приехали стражи порядка. Но разговора не получилось. Напротив, разъяренная компания набросилась на сотрудников полиции. Предупредительные выстрелы в воздух нетрезвых мужчин не остановили. Правоохранителям пришлось стрелять по ногам. Как итог, 2 мужчин получили ранения. После оказания медицинской помощи они были доставлены в отдел полиции. Показания давали неохотно. Приехал сотрудник, пояснил.
Начали бить. Просто без объяснений начали вас бить. Если честно, я не понял. Всего по делу были задержаны 4 мужчин. В зависимости от роли каждого их обвинили в применении насилия в отношении представителя власти, оскорблении представителя власти и заведомо ложном доносе. После 8 месяцев, проведенных в следственном изоляторе, молодые люди поменяли свои отношения к ситуации. Они признали вину и сегодня выступили с последним словом. Вину свою осознал полностью, раскаялся. Уже как ни суде для меня является большим наказанием. О случившемся я очень сильно сожалею и прошу вас за это строго не судить и не мешать мне свободу. Когда человек находится на свободе, он, оказывается, не знает, что такое это великое богатство. Я вину свою признаю. Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 10 апреля. К слову, сторона гособвинения запросила для подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Сергей Хайдаров, Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев. Вызов 112. А в Набережных Челнах в 50-м комплексе нападению подверглась фельдшер, приехавшая по вызову. Известно, что нападавшая сама обратилась к медикам, почувствовав себя плохо. Во время оказания ей медицинской помощи женщина неожиданно набросилась на фельдшера. По рассказам очевидцев, на место происшествия прибыла еще одна группа медиков из психоневрологического диспансера. Они и спасли коллегу. Был вызван наряд полиции. Сотрудница скорой помощи получила телесные повреждения. В общем-то, она прошла экспертизу в бюро судебно-медицинской экспертизы. Мы надеемся, что наши органы дадут объективную оценку происшедшему случаю. Устроил стрельбу под стенами Казанского Кремля. Видео с таким содержанием появилось сегодня в сети. Как видно на кадрах, герой ролика пускает автоматную очередь в воздух. Инцидент произошел еще в начале марта, однако известно о нем стало лишь сейчас. Полицейские установили личность стрелка. При проверке инцидента выяснилось, что в руках у мужчины светозвуковой автомат. Он предназначен для имитации эффекта стрельбы, то есть не боевой. По результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура Вахитовского района с таким решением не согласилась. Материалы были возвращены в полицию для дополнительной проверки на предмет нарушения общественного порядка и стрельбы в запрещенном месте. По мнению прокуратуры, с учетом запечатленных на видео обстоятельств, решение об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным и необоснованным. Так, в ходе проверки дознавателям не была дана оценка действиям задержанного на предмет грубого нарушения общественного порядка, являющегося уголовно наказуемым деянием. Помимо этого, не приняты меры к привлечению лица к административной ответственности по статье «Стрельба из оружия в неотведенных для этого местах». 49-летний водитель «Лады» 12-й модели оказался в больнице после столкновения с КАМАЗом в Пестричинском районе. Авария произошла на 833-м километре трассы Москва-Уфа. Ее последствия запечатлел видеорегистратор проезжающего мимо автомобилиста. По данным ГИБДД, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и дистанцию, вследствие чего совершил столкновение с едущим впереди грузовиком. От удара легковушку отбросило в сторону, и она врезалась в отбойник. Водитель «Лады» получил различные травмы и был госпитализирован. Хотел научить правилам дорожного движения, но сам спровоцировал аварию. 2 автомобиля марки Hyundai Solaris не смогли разъехаться на развязке улицы Аграрной и проспекта Победы. Пока автомобилисты решали, кто прав, а кто виноват, к ним присоединился и водитель фуры. Все это привело к огромной пробке на этом участке дороги. Алия Хайрудинова с подробностями. Я, испугалась, начала отъезжать. За секунды до этого, говорит автоледи, она попыталась перестроиться с левого ряда на правый, включила поворотник и убедилась в том, что никому не мешает. Однако у второго автомобилиста, ехавшего чуть сзади, было совсем другое мнение. Мужчина всячески давал понять девушке, что начинать такой маневр не стоит. Он пошел на опережение и стал выражать свои эмоции жестами. Он уже проехал, потому что, видите, он впереди стоит. Кулаком на меня показал и взял вот этот маневр, вывернул. И, получается, своей же дверью врезался в меня. Как итог, обе иномарки сильно затруднили движение на развязке. Авария спровоцировала километровую пробку. Проблем добавил и водитель грузовика. Дальнобойщик избежал столкновения с легковушками, однако проехать мимо них не смог. Она позже приехала. Мы думали, она проедет, но, видите, она не приезжает. Если чуть-чуть, она может врезаться. Она ждет, пока мы разъедемся, чтобы проехать дальше. Участники аварии долгое время не могли прийти к единому мнению о причинах ДТП. Не буду я вам подписывать. Давайте вы на моей подпишемся, и мы поедем.
Свою вину никто из водителей так и не признал. Вероятно, теперь их ждет более детальный разбор происшествия в госавтоинспекции. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Азат Семигуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.